оппоненту Вахид Имамов, вот такого мнения придерживается? Вот. Вы... Знаете, я как-то не хотела бы себя ставить на какую-то там отдельную полку, там татарский писатель, русский писатель. Я написала один роман, и он кому-то пришелся по душе, и я этому рада. Как меня называть, ну, честно говоря, мне без разницы. То есть здесь я вот тоже не готова как-то определить себя. Я буду рада, если у меня получится второй роман, все, что могу сказать. Амина танкидлерге ничек карыйсыз? Танкид көп булды бит, эме? Да, у романа была критика, и критика разная, критика серьезная. Была критика в Москве, она касалась больше таких литературных моментов. Была критика в Татарстане, она касалась больше моментов, связанных с материалом, который был описан, с подачей этого материала. Но мне кажется, что любая критика – это здорово. Не дело автора рассуждать о критике, дело автора писать вещи, а дело критиков писать об этих вещах. Поэтому могу только сказать, что я рада тому, что критика есть. Я признательна всем, кто написал статьи о романе, всем, кто поднял дискуссию, потому что дискуссия – это важно, это здорово, и я рада дискуссии. Амина киләсе эшегезне турында да әйтеп китегез инде, балнавыңыз. Не могу сказать, пока не готова, потому что очень рано. Лучше я расскажу об этом, когда книга уже будет написана и издана. Сейчас. Менә Зөләйханың кичерешләре бик авыр бит инде. Бездә тәнкыйтьләделәр, теге башка ирләр алдында теге сөт имезә, тегесе бусы. Менә шундый ниләргә сезнең җавабыгыз нинди? Теге татар ирен үтергән кешегә кияүгә чыга дигән менә шундый тәнкыйтьләр булды. Менә сез ничек җавап бирер идегез аларга? Вы знаете, мне кажется, нам сейчас всем очень сложно представить, что могли бы чувствовать и испытывать те люди, которые оказались за тысячи километров от родного дома в совершенно нечеловеческих условиях. Поэтому можем только об этом догадываться, но не более. Я в своей книге опиралась в том числе и на воспоминания своей бабушки, допустим. Бабушка моя рассказывала разное и очень страшное о тех годах. Могу сказать, например, о языке. Бабушка моя из деревни Зюри, Сабинского района, татарка, ее зовут Раиса Шакировна Шакирова. И она уехала, получается, в ссылку, их отправили с родителями, ей было 7 лет. И там, 16 лет проведя на Ангаре, в этом поселке, который назывался Питгородок, она говорила уже к концу этого ссыльного периода лучше по-русски, чем по-татарски, и вернулась обратно в богатые сады в 1946 году, практически сибирской девчонкой, говорящей по-русски, с оканьем, и заново училась говорить на родном языке. То есть тот факт, что в этих трудовых поселках иногда люди меняли язык, это действительно факт. Другое дело, что бабушка моя, конечно, потом быстро опять вернулась к татарскому, и всю жизнь она проработала в школе с татарскими детьми, она учила начальные классы русскому языку.